Наурыз – один из величайших праздников древности, связанный с началом весны, началом года, временем пробуждения всего окружающего мира. Празднование Наурыза под различными названиями широко распространено во многих культурах. Исторические сведения о Наурызе встречаются в трудах многих античных и средневековых авторов. По восточному летоисчислению он соответствует иранскому Новому году Наврузу и имеет свои корни в зороастризме. В переводе с персидского языка это «новый день». Новый год в зороастризме приходился на 21-22 марта, в день весеннего равноденствия. Эта дата также перейдет в солнечный тюркский календарь, как день Ель-Сарта, хребет года. У древних тюрок и монголов стала традицией отмечать Новый год с приходом весны. Со временем календарь претерпел свои изменения. По некоторым данным, Наурыз отмечают не 2,5–3,5 тысячи лет, а около 5000 лет. В Казахстане Наурыз был запрещен в 1926 году. Его возвращение относят к 1988 году. Официальное признание он приобрел 15 марта 1991 года после выхода указа президента Казахстана о народном празднике весны 22 марта Наурыз-Мейрама. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником, а международным днем он стал по инициативе ЮНЕСКО 30 сентября 2009 года, включившая Навруз в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Празднование и распространение информации о Наврузе поддержала Генеральная ассамблея ООН в 2010 году, приняв резолюцию под названием «Международный день Навруз». В день Наурыза представители многих народов одеваются в свои национальные костюмы и выходят на народные гуляния. В этот великий день люди должны прощать друг другу все обиды, стремиться к дружбе и согласию. С давних времен накануне праздника Наурыз люди наводили порядок и чистоту в своих домах и дворах, сажали саженцы. Наурыз считается экологическим праздником, призывающим людей к защите и облагораживанию природы. До конца 17 века новолетие на Руси начиналось не с января, а с марта, с началом аграрного цикла. Исследователи склонны начинать Новый год у древних славян с 20-х чисел марта. Указами и волей правителей на Руси Новый год перенесли сначала на сентябрь, далее Петр I приказал в ночь на 1 января праздновать, а где-то дата осталась неизменной. Однако славянский народ продолжает праздновать уход зимы и встречать весну в качестве дани уважения предкам, их традициям и обычаям. Для славян в Казахстане в марте сразу два праздника – это Масленица и Наурыз. В эти дни они собираются вместе, поют народные песни, танцуют танцы в народных нарядах и устраивают пышное празднество. На традиционном столе, помимо традиционных блюд, всегда встречаются и баурсаки. Приходите, разомните кости. Сегодня Масленица приглашает в гости. Спешите скорей, нет праздника нашего веселей. Гостей мы давно ждем, поджидаем, Масленицу без вас не начинаем. Наше времечко в эти теплые деньки. Мы на лавочке, скамеечке вместе с вами, земляки. Чтоб светило ярче солнышко, не грозило нам дождем. На заваленке, на бревнышко звонко песню запоем. Поется песня, песня бойная, это чего же хороша. Весело гуляем,
сердечные про дела минувших дней. Ах вы годы, годы грешные, улетят и не вернешь. Как сыскать мне годы вечные, не догонишь, не вернешь. Поется песня, песня вольная, это чего же хороша. Сила гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Поется песня, песня вольная, это чего же хороша. Сила гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Сила гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Вы слышали, звучала русская народная песня. И не случайно вы услышали, потому что праздник-то какой? Русский народный праздник. Мы провожаем зиму и встречаем весну. Кажется, совсем недавно мы отмечали Новый год, а вот уже наступает весна. Но смотрите, на улице какая сегодня погода? Не хочет зима отдавать свои права весне. Так она и сопротивляется. А мы хотим победить эту зиму, и чтобы пришла к нам весна, и чтобы мы все радовались, чтобы мы все жили в мире, в дружбе, в согласии, и чтобы в каждом доме светило яркое солнышко, и все мы с вами улыбались и радовались жизни. Конечно, время сейчас немножко такое, что все соскучились, наверное, по праздникам. Мы хотели бы отметить на площади, чтобы мы больше людей собрали, чтобы все пели, танцевали, и мы бы всех угощали блинами. Но я думаю, когда вы пришли в Дом дружбы, в этот прекрасный дом, наверное, всех угощали блинами. И почему? Не случайно, потому что у нас праздник никогда не обходится без блинчиков. Блин – это символ солнца. И чтобы был урожайным год, чтобы был год счастливым, удачным, всегда после окончания Масленицы сжигают чучело. И я всех поздравляю, желаю всем мира, дружбы, потому что в этом прекрасном здании, под шанраком этого дома, находится 11 этнокультурных объединений. И мы все живем как одна единая дружная семья. Потому что только в мире, в стабильности, при стабильности, в согласии мы можем построить наше красивое, процветающее общество, и у нас будет хорошая, замечательная страна. Приходит забираются друзья, мы все тут рядом за столом, у нас без этого нельзя. И всем по чарочке нальем, и станет жизнь так хороша. А песню так мы заведем, а песню так мы заведем, что запоет у нас душа. Счастье бывает разное, кто-то столетие празднует, кто-то летает под грозами, кого-то не видно за розами. Счастье сверкает машинами, банкнотами, VIP-винами. Счастье свое в лицо я знаю, имя твое называю. А мне хорошо с тобою,
чуть светлее, а в Казахстане люди чуть добрее. И кто родился, вырос здесь и рос, я знаю точно, он меня поймет. И в небе вольном беркуты летают, и эту землю с неба охраняют. И мне дороже всех на свете стран родной мой Казахстан. Сегодня славяне расскажут о своих традициях, поделятся рецептами традиционных блюд и будут петь народные песни. Сегодня мы собрались для того, чтобы угостить вас пирожками. И собрались у меня наши девочки со Славянский центр. И решили немножко посидеть, попить чай. Для этого мы решили приготовить пирожки. Пирожки для этого нам понадобится мука, молоко, соль и дрожжи. Яйца мы не кладем, так как у нас сейчас идет Великий пост, мы делаем без яиц. Вот, наливаем мы молоко теплого. Кладем туда соль. Так, неполную ложечку. Добавляем туда дрожжи. Это с полчу ложечки, вот так хватает. И это все перемешиваем. После того, как дрожжи немножечко разошлись, мы добавляем туда муку. Яйца, я как сказала, мы не будем ложить, потому что у нас сейчас начался Великий пост. Во время поста у нас ничего не кушается животного происхождения. Мука должна быть обязательно просеянной, так как она обогащается кислородом, и она быстрее у нее начинается подъем. Мука замешивается вот до такого консистенции, вот такой вот, чтобы она была не густое, но и не жидкое. Так, сейчас вот мы немножечко ее размешали. Теперь мы ее хорошенько все собираем в один комочек. Замешиваем вот тесто, и мы даем ему полежать до тех пор, пока оно поднимется в объеме 1,5 раза. Как оно поднимется, мы будем снова формировать с вами пирожки. Так, у нас еще также традиционное блюдо русское – это вареники. Вареники, для этого у нас тоже также нужна вода, соль, мука и немножко молока. Чтобы приготовить вареники, это идет обыкновенное бездрожжевое тесто. Сейчас мы его замесим. Немножко наливаем молока и столько же водички. Добавляем соль и муку, тоже просеянную. И замешиваем тесто, как на пельмени, такое же крутое. Где-то на 500 грамм воды уходит около килограмма муки. Жидкости, около 500 грамм жидкости уходит где-то около килограмма муки. Еще добавим немножечко муки. И вот так вот мы его замешиваем. Замешиваем до тех пор, пока вся мука не уйдет, вот, не возьмет в себя.
мешаем, пока оно не станет у нас эластичным и однородным, без всяких комочечков. Теперь тесто должно полежать минут 10-15, чтобы оно стало более эластичным. Вот мы его накрываем чистой салфеточкой. Сейчас я возьму салфеточку и накроем это тесто. Вот оно должно постоять буквально 10-15 минут. Достаточно. Наше тесто уже расстоялось. Теперь мы начинаем делать заготовки на вареники. Мы режем вот такими пластинками сначала, жгутиками. И начинаем раскатывать. Делаем заготовки, вот такие колбаски. Потом мы ее режем на такие вот долечки. Насыпаем немножечко муки. Лист мы тоже посыпаем мукой, чтобы они не склеились. И начинаем их вот так обмакивать. Так как моя семья вся сегодня на работе, кто в школе, кто на работе, кто где, я пригласила сюда свою другую семью, девочек из Славянского центра. Они мне тоже как семья. Мы все праздники проводим вместе, отдыхаем вместе. Поэтому и налепить вареники тоже пригласила их я сегодня для того, чтобы этот день провести вместе. После вареников попить вкусный чаек. Во время процесса приготовления вареников обычно мы поем песни, чтобы не было скучно. Обычно их лепят всегда вечерами, но так как сегодня день, мы тоже будем петь песни. Девочки, давайте пойдемте помогать, садимся и будем все помогать. Вот так вот мы делаем вот такие кружочки. Один будет раскатывать, другой кладет. Для этого мы приготовили картошку. Отварили просто картошку, помяли ее, немножечко пожарили туда лучок. И вот так вот мы делаем. Кладем немножко сюда пельмешки и заворачиваем. И вот так вот их заворачивают. Вот таким способом. Вот так вот. Вот такие вот делают, получаются варенички у нас. В каждой семье вареники лепятся по-разному. Кто-то лепит завитушками, вот с такими. Вот как лепим сейчас мы, например. Делаем вот нахлесты. И получаются очень даже симпатичные вареники. А кто-то делает по-другому. Могу тоже показать сейчас. Просто закрываем. И зажимаем между ними вот так пальчиками. Тоже получается оригинально. Вот в таком виде. Бывают и такие вареники. Еще иногда делают ради интереса сюрпризом. Кладут или монетку. Это чтобы кому попадется, значит человек будет жить в достатке. Кому-то делают с вареньем могут сделать, чтобы сладкая жизнь. Кому попадется, у нас, значит, у него будет сладкая жизнь. Делаются вареники разные, и с грибами, и с творогом, и с капустой, и с вишней. Ну, в общем, кто как, у кого что дома есть, то и делают.
Девочки, а вот я помню, знаете, когда у нас делались вареники дома, бабушка, мама, приходили еще соседки, они все время пели старинные песни и все вместе лепили. Вот у нас, например, вот делали вот такие вареники. А соседка приходила, она там закручивала какие-то узоры, делала, лепила. Ну, мы как-то вот больше делали вот такие. И вот я вспоминаю, девчонки, знаете, когда бабушка мне говорила, что если ты берешься за тесто, когда ты хочешь, особенно сдобное, на Пасху, на куличи, на шанишки, там, ну, сдобное тесто, всегда должна быть улыбка на лице. Ты с тестом должна возиться как с младенцем, как с маленьким ребеночком. Нянчиться с тестом. Тогда у тебя будут пышные булочки, вкусные, сладкие. Вот. И вот даже вареники лепить, и то нужно месить тесто с любовью и лаской. А все время пели песни. Вот весело было, как праздник. Сидели, да, пели, разговаривали о житье, бытие. Да-да. Ой, к нам гости пришли, Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогие друзья. Помощники Мы пришли. прям сразу с концерта пришли к вам в гости, Ой, чтобы вы как раз на варенье поздравить, попали. вы, оказывается, варенье делаете. Поздравить вас с Здравствуйте. весенним праздником, с этим прекрасным весенним праздником, который очень все мы любим и рады этому замечательному празднику. И вот здесь хотели исполнить песню, как раз песню о Кызылорде, о наших друзьях, о прекрасных отношениях. Родился я в далекой Кызылорде, и сердцу нет степей где и краше. Здесь дружно, как одна семья везде, одна ведь жизнь, все дорого, все наше. Спасибо, дорогая Кызылорда, ведь я люблю тебя. Спасибо тебе, милая страна, здесь родина и здесь мои друзья. Спасибо тебе, милая страна, ведь я люблю тебя. Спасибо, дорогая Кызылорда, здесь родина и здесь судьба моя. Восход прекрасен, цвет утренних лучей, и небо голубое, что родное. Здесь дышится легко и жизнь светлей, не променять на Крым, чтоб быть в покое. Спасибо, дорогая Кызылорда, ведь я люблю тебя. Спасибо тебе, милая страна, здесь родина и здесь судьба моя. Спасибо, дорогая Кызылорда, ведь я люблю тебя. Спасибо тебе, милая страна, здесь родина и здесь мои друзья. Народ здесь ценит дружбу, брат, гостеприимства нет нигде такого, ведь это добрый нравственный наряд. Нет ничего на свете проще простого. Спасибо, дорогая Кызылорда, ведь я люблю тебя. Спасибо тебе, милая страна, здесь родина и здесь судьба моя. Спасибо, дорогая Кызылорда, ведь я люблю тебя. Спасибо тебе, милая страна, здесь родина и здесь мои друзья. Спасибо, дорогая Кызылорда, ведь я люблю тебя. Спасибо тебе, милая страна, здесь родина и здесь мои друзья. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого тына. А через дорогу
судьба такая, век одной качаться. Знать, судьба такая, век одной качаться. Ну, я хочу сказать, мы здесь собрались одной дружной славянской семьей, так как наш центр – это общественно-культурный центр «Славяне». Я вообще хочу немножко сказать, что славянство – это поклонение Святому Духу природы, а частью которого это является человек. И это значит, что мы должны почитать свой род, мы должны знать своих предков, мы должны уважать свои традиции, обычаи своего славянского народа. У славян это русские, белорусы, украинцы. Все обычаи и традиции, они очень схожи, похожи друг на друга. Мы воспитываем у своих детей преклонение, значит, своим традициям, чтобы они почитали обычаи, обряды и, конечно же, чтобы знали свою историю, свое прошлое. Вообще у славян очень много традиций, очень много обычаев, все они разнообразные. А мы сейчас должны передавать своему народу, передавать своим детям, передавать своим внукам эти традиции, чтобы мы их чтили. Я думаю, в каждой семье есть свои традиции, свои семейные традиции, у каждого есть свои обычаи и, естественно, общие обычаи и традиции. Ну, например, вот недавно мы провели Масленицу. Это тоже как бы такой обычай, такая традиция прощания зимы и встречи весны. Потом мне хотелось бы сказать, что Земля она круглая, и на ней проживают представители очень-очень многих народностей, очень много национальностей живет. Вот у нас даже в Казахстане проживают представители более 130 народностей, и поэтому мы все праздники отмечаем вместе, и вы знаете, они даже как-то чем-то схожи. Эти традиции, эти обычаи. Взять, например, скоро будет праздник Наурыз. У нас у русских тоже 22 марта большой праздник. Он называется Сорока или Жаворонки. То есть это праздник, когда день сравнивается с ночью. И наступает весна, приходит уже в свои права, берет. Начинается обновление природы. Прилетают 40 птиц из разных стран. И каждая, даже приметы есть такие, например, если прилетели жаворонки, значит первыми, значит будет тепло. Если прилетели чайки, значит на реке лед тронулся, ну и так далее. Поэтому вот я хочу сказать, что мы праздники даже тесно как-то переплетаются друг с другом. Ну, я думаю, как я уже сказала, в каждой семье отмечают свои традиции, есть свои обычаи уже в каждом доме. Вот мы сегодня посетили дом Кувшиновой Ольги, и она приготовила сегодня такой дастархан праздничный. Я знаю, что всегда в этом доме совместно с детьми они всегда любят гостей и принимают их очень хорошо, всегда делают блинчики. Дом никогда, в доме полная чаша, в доме всегда блины, в доме всегда у них баурсаки. Блин, это у русских считается национальная еда, а баурсаки у казахов. Но стол не обходится, они без блинчиков, без баурсаков, без бишбармака казахского и без русских вареников. Поэтому я думаю, что мы должны чтить свои традиции, передавать их нашему молодому поколению. У нас здесь вот присутствует тоже молодежь, потому что это наше будущее, и мы должны знать это. Казахстан славится многими традициями и обычаями, потому что проживают очень много национальностей, людей разного вероисповедания, разных традиций и обычаев. Но нас объединяет одно – дружба всех народов, проживающих в Казахстане.
Вот прошла Масленица, широкая Масленица. На этом празднике, который Славянский центр провел совершенно недавно, на днях, радовались люди разных национальностей. Была представлена разная кухня, в основном, конечно, славянская. Но баурсаки у нас тоже были на столах. Как же иначе? Ведь мы казахстанцы, мы живем в Казахстане, мы уважаем традиции, обычаи народа Казахстана. Но приближается еще один важный праздник для всех нас. Это Наурыз. 22 марта – день весеннего равноденствия. Сегодня за этим столом мы хотели показать не только русскую кухню, но и то, что мы казахстанцы. Здесь у нас баурсаки на столе, которые приготовила радушная хозяйка, наша Олечка. Праздник тем хорош, что мы встречаемся с друзьями. Поем песни на разных языках, и на русском, и на казахском. Встречаемся с близкими, обмениваемся новостями. Радушно встречаем гостей у себя дома. Готовим также и Наурыз кожи. И в этот предпраздничный день хочу пожелать всем казахстанцам, всем казалардинцам крепкого здоровья, богатого дастархана и, конечно же, дружбы в нашем мирном Казахстане. Пусть процветает наша страна. Меня зовут Кувшинова Ольга Васильевна. Я сегодня очень рада, что у меня в доме собрались такие прекрасные женщины, и прекрасные мужчины. Весь Славянский центр – это мои друзья. Я очень рада их здесь видеть всегда у себя дома. В нашей семье мы тоже также собираемся за столом. Но, увы, в данный момент будний день. Сейчас дети в школе, кто на работе. И в основном семья у нас собирается только вечером за столом. Когда мы собираемся, мы обязательно что-то готовим вкусненькое к вечеру. Также пьем чай. У нас очень любят все пить чай. Пить чай с молоком, с баурсаками. И в канун наступающего праздника Наурыза хочется пожелать всем здоровья, чтобы был над нашим шанраком мир, дружба, чтобы никогда не было слез в глазах жителей Казахстана. Мои двери всегда открыты. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Здоровья всем, процветания, благоденствия. И с праздником, дорогие казахстанцы, дорогие друзья. Ең берінші бәрімізге денсаулық тілеймін. Бақытты болыңдар, достар. Мерекеңіз құтты болсын. В нашей семье никогда не стоял вопрос об эмиграции из Казахстана. Казахстан нашей семье дал жилье, образование, работу. Здесь выросли мы сами, выросли наши дети. Старший сын мой женатый на казашке, младший сын женатый на кальянке. Поэтому за нашим большим дастарханом всегда преобладают все национальные блюда. Наши дети свободно разговаривают на казахском языке. В Славянском центре я более 20 лет. И мы также поем песни не только на русском, украинском, белорусском языке, а также поем песни на казахском языке. Я думаю, что наши внуки также будут счастливы в нашем родном Казахстане. Всех поздравляю с праздником и желаю всем только большого счастья. Мои родители, как и я сама, родились здесь, в Казахстане. Поэтому это наша родина, родина Казахстан. Мы являемся казахстанцами, но так как мы русские, мы чтим
и стараемся передать своим детям те традиции, которые святы для русского славянского народа. Это празднование в основном Масленицы, Пасхи, ну и еще такие праздники, как воздержание во время поста. Мы тоже стараемся привить это детям, хотя это нам с трудом удается, потому что все равно уже теряются те традиции, которые были нашими бабушками переданы нам. И вместе с тем мы соблюдаем и почитаем традиции казахского народа. Не только казахского, и корейского, и татарского. Поэтому так же вот как у Оленьки, у нас и бишпармак, и баурсаки, и татарские беляши. Мы выпекаем и пироги с капустой, с любыми начинками. И вот эту любовь к выпечке я передала уже своей дочери. Она у меня шикарно печет, очень вкусно, очень, в общем, ее муж доволен. Вот. Ну, всех с наступающим праздником, всем благополучия и мира над головой. В Славянский центр я уже хожу более 10 лет. Это моя вторая семья, можно сказать. Я много чего у них узнала, и как вот это наше общение, это такое, прям, это словами не передать. Тут, как говорится, не то что подруги, сестры, как бы они мне уже стали. Трудную минуту, когда было все, все помогли. И вот так вот теперь и так и ходим, и стараемся молодежь привлекать, и внуков привлекаем. Ну, в общем, чтобы молодежь ходила к нам. Мы даже стараемся, чтобы они больше посещали. Но насчет обрядов, да, обряды стараемся тоже соблюдать и передавать нашим детям, внукам, надеюсь, и правнукам передадим. Вот как бы это, вот обряд, например, если свадебный обряд, идем сватать невесту. Со стороны жениха, допустим, это тоже очень красиво выглядит, как это все происходит. Например, на крещение тоже ходим, купаемся ночью. И самое главное, что никто не болеет после этого. Вода холодная, ледяная. Но это такое ощущение, это не передать. Это надо ощутить. Когда вот это в воду окунешься, это вообще слов нет. Вот так вот. Детишек, ребятишек, внуков своих крестим, на крещи в церковь ходим. Вот. И стараемся, чтобы и наша молодежь, наше поколение будущее, чтобы все это они соблюдали. Ну, что еще можно сказать? Вот у меня, например, соседи тоже казахи. Мы живем с ними дружной семьей. Что я могу к ним, допустим, во двор зайти спокойно, что они ко мне. Даже вот если уезжает куда-то, просит присмотреть за домом, все. То же самое и я так их прошу. Поэтому я не вижу разницы, чтобы и хотелось бы, чтобы такая дружба среди народов, она сохранялась, не нарушалась. И чтобы наши дети и внуки тоже соблюдали и старались, чтобы мы жили дружной семьей под одним шанараком. Это важно, это нужно. И чтобы хотелось, чтобы в нашем Казахстане не было ничего такого, что вот где-то в других странах происходит, какие-то там непонимания, недосказывания. Не надо, пусть у нас будет все хорошо, несмотря ни на что. Дорогие ксаларгиты, с праздником, с наступающим Наурызом, чтобы у всех, в каждой семье была радость, хлеб на столе, соль на столе. Больше, что еще нам надо простому? Мы не стремимся там за чем-то другим, чтобы там что такое, не надо. Главное, что вот жить дружно, чтобы все были здоровы, несмотря ни на что. Құрметті қызлардағылар, мерекеңіз құтты болсын, бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Действительно, сегодня вот мы собрались здесь в преддверии такого прекрасного для всех нас праздника. Праздник Наурыз — это не только восточный праздник, это всеобъемлющий праздник, касающийся всех нас. Поэтому, естественно, родившись здесь, мы не разделяем. И как можно разделить вообще детей по какому-то национальному признаку. Поэтому я бы хотел сказать, знаете, что вот объявленный Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым принцип жизненный, проект, программа, цель жизни Рухани Жаңғыру предусматривает интеграцию других национальностей вокруг. И знаете, вот эта интеграция, я бы хотел сейчас отметить, что она активно проводится вот членами нашего славянского центра под руководством Галины Сергеевны Щербаковой. И знаете, я бы хотел отметить, более того,
эта интеграция, она, конечно же, это жизненный принцип, который требует очень многого, но я бы хотел отметить, что же все-таки нами здесь делается. Но прежде всего хотел бы ответить, что в наших вот всех семьях, они интернациональные. У меня Келин из Алматы, казашка, и, естественно, принципы жизненные, традиции, они все перемешаны. Здесь это то, что и есть интеграция, в отличие от того, что требовалось при Советском Союзе, не интеграция, а ассимиляция. То есть абсолютно неправильно хотели воспитать, создать советского человека. В данном случае требуется интеграция, и она активным образом идет, и вот сейчас сказанное все есть этому подтверждение. И знаете, очень прекрасно, конечно, все-таки это, очень отрадно. И в своей жизни я хотел бы привести примеры. Я хотел бы сказать, что я с детства не знаю русских обычаев, я знаю казахские обычаи. И они настолько ближе, потому что мы воспитаны именно на обычаях казахских и песнях. И знаете, они ближе нам, потому что мы здесь живем, и, естественно, это родное. И, естественно, я хотел бы тут выразить слова благодарности всем своим друзьям, всем кызылординцам за ту доброту. И, естественно, вот и я поэтому написал эту песню. Вот то, что я сейчас говорю, я это очень в стихотворной форме, музыкальном произведении песни Кызылорда я все это выразил. О той дружбе, которая нигде, в общем-то, его и нельзя видеть нигде, как именно в Кызылорде. Вот такой парадокс, да, вот именно Кызылорда является, знаете, таким вот очень гостеприимным. И не только Дастархан, не только вообще во всех отношениях. Я хотел бы сказать, что вот мы на протяжении 50 лет дружили с соседями, со всеми соседями. Я хочу просто сказать, что Абике Жусупеков, у которого было 2 дочери, он считал меня своим сыном. И у нас калитка была общая, в общем-то, хотя разные дома. Почему я говорю в прошедшем смысле? Потому что давно уже уехали 2 дочери, живут в Алмате. А вот так получилось, что они с супругой ушли в возрасте, в общем-то, пожилом возрасте, ему было 85 лет. И знаете, я с большой теплотой вспоминаю, ведь это такое отношение, которое нигде, никогда я не видел, и мы видим только здесь. И вот знаете, хотелось бы отметить ту работу, которую все-таки проводит центр. Мы, как члены, я являюсь членом областного совета общественного согласия и членом вот нашего славянского центра. И, естественно, мы проводим большую работу. И вот в частности, мною, допустим, создан, открыт мой индивидуальный канал в YouTube. Вот, и хотелось бы обратиться к нашим телезрителям, чтобы, в общем-то, активно подписались на мой канал, потому что я создал этот канал в целях воспитания и передачи тех же традиций, о чем сейчас как бы мы и говорим, да, о наших традициях, о нашей дружбе. И вот просьба, чтобы подписывались как можно больше, широкий круг наших кызылординцев, друзей, знакомых в YouTube. И знаете, там вот как раз есть песни о Кызылорде, есть песни о Казахстане, которые мы поем. В общем-то, все мероприятия, которые проходят в Доме дружбы, который действительно на самом деле стал нашим общим домом. Поэтому славянский центр — это наша семья, семья вторая, семья родная, без которой мы уже жить не можем. И думаем, а что же мы, как мы жили до этого. И вот на последнем концерте одна женщина ушла, плакая, со слезами на глазах, сказала: какая я была незрячая, что я не приходила в славянский центр, в Дом дружбы. Вот так же было, да, вы понимаете? Это жизнь, я ничего ведь не придумываю, я говорю то, что есть на самом деле. Я благодарен всем кызылординцам, еще раз я это отмечаю, Шанархан бек болсын, бақыт леймін, наурыз құты болсын, бала шаға аман болсын, табыс леймін, и новых успехов, достижений, еще более прекрасного, что есть у нас на свете.
Молодежь общественно-культурного центра «Славяне» активно принимает участие во всех мероприятиях. И наше взрослое, старшее поколение прививает нам все традиции и обычаи славянского народа. Это такие, как Масленица, мы сжигаем чучело, Пасха, Рождество и очень много других мероприятий. Мы, молодое поколение, перенимаем опыт, который нам дает на примерах наше старшее поколение, и мы хотим это сохранить и передать дальше уже нашим детям. Всех поздравляю с наступающим праздником Наурыз. Ой да, ой да, да, ой.